Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова представили новые издания, посвященные истории, культуре, археологии и памятникам крымских татар. Это 4-й том свода памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар, 1-й и 3-й том собрания сочинений Усейна Баданинского, полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, язык кадетских книг Крымского ханства и ханских ярлыков, а также армия Крымского ханства. Все книги подготовлены Крымским научным центром Института истории имени Марджани совместно с КИПУ, Государственным Эрмитажем, Бахчисарайским музеем-заповедником и библиотекой Гаспринского. В условиях пандемии нам удалось подготовить эти издания. Полагаю, что эти книги, они должны внести свой вклад в историю крымстарского народа, историю, культуру крымстарского народа. И я думаю, что будут полезны не только для ученых, исследователей, но и для обывателей. Одно из самых популярных изданий Крымского научного центра – многотомник «Свод памятников». Его 4-й том посвящен памятникам города Эски-Кырым, который в прошлом был важным стратегическим центром полуострова. Крым, и вот здесь Александр Ильич может не оппонировать, это все-таки мост в Средиземноморье. И это было всегда с ранней античной эпохи до средневековья, монгольского периода включительно. И в этом смысле Салхак, безусловно, является частью этого моста в монгольское время. Одним из ярчайших этапов изучения Старого Крыма, археологии Старого Крыма, это были экспедиции 20-х годов Союзной ассоциации востоковедения совместно с Бахчисарайским музеем. И там одну из ключевых ролей играл Усейн Баданинский. Материалы Усейна Баданинского Крымский научный центр издал уже 3 томами. Работа над ними велась много лет. К сожалению, наследие Баданинского уцелело не полностью, поэтому ученые собирают материалы по крупицам в фондах музеев и в архивах. Это и дневники экспедиции, и этнографической экспедиции 25 года, и археологической экспедиции в Старый Крым 26-28 годов. Большой пласт описей ранее не опубликованных, археологических описей из Старого Крыма. Это мечеть, раскопки на медресе узбека. Да, и мечеть медресе узбека. Еще одна интересная книга, представленная Крымским научным центром – монография «Язык кадетских книг и ханских ярлыков» кандидата филологических наук Олега Рустемова. Юридические документы, которые описывают, в котором зафиксирована та или иная тяжба, достаточно интересная, любопытные тяжбы там. Вот. Она написана своеобразным языком, который является отчасти разговорным. Там очень много косвенной или прямой речи, когда задают вопрос, когда там выступает истец, заявляет о каких-то там своих ущемленных правах перед судом. На презентации представили и полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского, куда вошли очерки, статьи и редакционные заметки, опубликованные просветителем в газете «Терджиман» за 1887-90 годы, а также монография «Армия Крымского ханства» Амета Шейхумерова. В дореволюционной России еще выходили работы Муфти Заде о службе крымских татар в Российской императорской армии. Много есть работ о красноармейцах, крымских татарах, партизанах и так далее. До недавнего времени ни одной крупной работы по военному делу Крымского ханства не было вообще. Все представленные на презентации книги были изданы в 2019-2020 годах. Сотрудники Крымского научного центра уже работают над новыми томами своих изданий, некоторые из которых увидят свет уже в этом году.